государственного общеобразовательного учреждения Коми Республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете будут выступать коллеги из действительно малокомплектных сельских школ. Давайте мы с вами определимся, каким образом мы будем работать с вами. Все это или еще не все? Да? Можно смотреть, да? Когда я сюда сяду. Так, я найду свой Александр Левкович. Ой. Папочка там по центру. Нет, вверху по центру. Вверху. А вижу. Доклады. Ага, вижу. Итак, уважаемые коллеги, наша сегодняшняя задача и разговор состоится об организации исследовательской деятельности, а вернее, скажем так, проектной деятельности, потому что исследовательская деятельность – это часть, входит, вернее, в проектную деятельность в условиях малокомплектной сельской школы. И, значит, у нас два момента. Мы будем делиться опытом, как эта работа организована у нас в лицее при Сыктывкарском государственном университете, и почему именно мы решили этим поделиться, и нам предложили поделиться с вами. Дело в том, что лицей одно из первых инновационных учебных заведений в 1991 году, оно первое открылось в Республике Коми, при Сыктывкарском государственном университете, который является академическим учреждением высшего профессионального образования, и поэтому с середины 90-х годов, со второй половины 90-х годов, мы в лицее уже стали заниматься формированием первичных навыков учебно-исследовательской деятельности, поскольку мы при академическом высшем учебном заведении. И нашей задачей мы понимали, что подготовить учащихся для того, чтобы они смогли заниматься этой исследовательской деятельностью и обучаясь в высшем профессиональном образовательном учреждении. А в дальнейшем задача была учредителям поставлена как формирование научной элиты. Поэтому уже со второй половины 90-х годов мы ввели у себя в учреждение так называемые предметные специализации, когда дети выбирали предмет в рамках для дополнительного изучения, в рамках которого они занимались написанием исследовательских проектов, исследовательской работы. И как оказалось, немножко предвосхитили развитие образования в Российской Федерации, потому что уже с 2000-х годов и сейчас это вошло в федеральные государственные образовательные стандарты, предполагают, что формирование этих навыков из занятий исследовательской деятельностью для учащихся – это обязательный компонент содержания образования. И идет этот процесс в трех направлениях. Первый – это в рамках каждого урока, мы с вами, как работающие, практикующие учителя, это знаем, что фактически на каждом уроке должен присутствовать элемент исследования, на каждом уроке. А в старшей школе уже и вводятся учебные планы и примерные образовательные программы, и рекомендуемые нам примерные учебные планы предлагают, вернее, обязывают вводить такой предмет, как индивидуальный проект, по которому по окончанию основного образования, вы знаете, в аттестат для выпускников должна ставиться оценка, и точно так же и для учащихся старшей школы, которая теперь фактически вся должна быть профильной, в обязательном порядке выставляется оценка за индивидуальный проект. Поэтому формирование таких навыков исследовательской работы, значит, на мой взгляд, оно идет по трем направлениям. Это в рамках ежеурочной деятельности, по каждому предмету, в рамках специально выделенного предмета, который условно мы называем индивидуальный проект, ну а также можно заниматься этим и во внеурочной деятельности. И вот сегодня среди тех докладчиков, которые, спасибо, готовы поделиться своим опытом, мы как раз и послушаем, как можно заниматься формированием этих навыков и подключать детей к исследованию на конкретном, на каждом уроке. Первое. Мы расскажем, преподаватель лицея расскажет, как у нас выстроена система, когда уже в учебном плане, каким образом мы рисуем, через какие предметы. И коллеги из сельских школ еще поделятся, как эта работа ведется на уровне или в рамках неурочной деятельности. Так устроит, вас? Хорошо. Тогда давайте начнем сначала с урочной деятельности, то, чем вы должны все заниматься каждый урок. И поэтому я сначала предоставлю слово преподавателю Дарье Михайловне Смирновой. Это молодой педагог лицея при СГУ, наша выпускница, вернувшаяся к нам преподавать, чему мы очень рады. И тема ее доклада в ваших выступлениях уже есть. Пожалуйста, Дарья Михайловна. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я надеюсь,
все будет. Немножко расскажу про исследовательскую деятельность на, собственно, действительно каждом уроке, ну или почти каждом, да, как мы это все проводим. Собственно, для чего все это нам нужно, зачем вообще заниматься исследованием? Если очень коротко, то просто для того, чтобы ребенок перестал оценивать знания как нечто, что где-то существует, но ему не принадлежит. Как нечто, о чем мы знаем, но к чему не имеем никакого отношения. Как какая-нибудь условная Австралия, о которой мы все с вами прекрасно знаем, но в которой мы вряд ли побываем. Вот она есть, здорово, но очень далеко от нас. Вот к знаниям у многих такое же отношение, что да, где-то есть эти знания, но мы вроде как школьники, что нам эти знания? Ну, не имеем к ним ничего общего. Ну вот, исследовательская деятельность меняет этот взгляд. И начинать заниматься исследованиями на уроках, конечно, нужно с составления неких проблемных ситуаций, когда мы понимаем, что да, нам не хватает неких навыков для того, чтобы решить некие учебные задачи, но эти навыки мы можем приобрести, эти знания мы можем открыть. Ну вот несколько примеров таких проблемных ситуаций вам приведу. Можно это убрать, чтобы... не убирается, да, эта серая плашечка, а то она тут все перекрыла. Ну ладно, не убирается, ладно. Ну, в общем, первое это такой классический пример некого сравнения двух слов, которые пишутся по-разному, и мы не знаем правил, как они пишутся, но наша задача не в том, чтобы сразу сходу написать эти два слова правильно, а в том, чтобы начать задавать вопрос, а почему мы вообще решили выбрать именно такую букву, почему мы решили другую, и уже в этот момент мы начинаем включать учеников в те правила, которые мы их научим. Другое дело попросить их что-то уже объяснить. Вроде как мы им даем какие-то предложения, делаем вид, что мы уверены в том, что они что-то знают. И, например, восьмиклассники первое предложение могут объяснить, они все это в 7 классе проходили. Второе предложение объяснить они не могут, но они могут провести параллель. Исследовательская деятельность, по большому счету, здесь пошла, и дать какой-то правильный ответ. Но третье предложение, возможно, поставит их в тупик и мотивирует их исследовать дальше. Можно их познакомить с какой-либо такой провокационной цитатой, например, в 10 классе, цитата о том, что язык мы вообще не слышим, и это может повергнуть шок, потому что вроде как 10 лет, 9, да, изучали этот язык, а оказывается, вроде как изучали что-то другое. Ну и начать задавать вопросы, о чем же эта цитата была. Ну, один пример из литературы. Есть произведение «Негры» Руффенуизена. В этом произведении есть персонажи по фамилии, например, Правдин, Скотинин, и все очевидно. Правдин хороший, Скотинин плохой. А все очевидно, значит, очень скучно. Тогда возникает вопрос, почему тогда, когда Руффенуизен писал это произведение, не было скучно? Почему все приходили из Петренина на Скотинина, на Правдина и интересовались этим? Ну, собственно, мы так их подводим к исследованию классицизма, правил, взглядов на культуру того времени. Это то, что, опять же, касается проблемного обучения. Это такой первичный этап вот этого направления к исследованию, когда мы детей так немножко расшатываем в том плане, что они могут сами искать какие-то знания, какие-то навыки приобретать самостоятельно. Сама же исследовательская деятельность, конечно, предполагает, что мы будем искать такие проблемные ситуации, которые не имеют прямого ответа. Когда у нас много разных исследований, и, по сути, каждый в чем-то прав, в чем-то не прав, и это поиск, как правило, достаточно долгий. Исследовательская деятельность на уроках должна опираться вот на такие вещи, что, во-первых, учитель сам по себе является исследователем, что он заинтересован в своем предмете и в постоянном открытии, что он не просто ретранслятор каких-либо знаний, а он сам, скажем так, тоже стоит перед чем-то неизвестным, и вот мы с учеником вместе сейчас это неизвестное будем раскрывать. И даже если это очень маленький вклад в науку, даже если это практически незначительный вклад в науку, он должен восприниматься как нечто грандиозное. Потому что мы немножко в исследование, конечно, играем пока еще. Это не какое-то грандиозное научное исследование, которое будет в университете и так далее, и так далее. Но мы при этом должны
участвовать в этом так, как будто мы совершаем большое-большое открытие, потому что для ребенка это правда большое открытие, когда он начинает эти исследования на уроке делать. Он с этим чувством потом уходит, и, конечно, так, больше мотивации учиться у него появляется. Несколько примеров на уроках литературы, да, исследовательской деятельности. Вот, например, 8 класс. Есть у нас там произведение «Капитанская дочка». Но не то чтобы «Капитанская дочка» — это главная героиня этого произведения, это произведение про Петра Гринева. Вообще название как будто бы не имеет никакого отношения к произведению. Ну да, появляется там Маша Миронова, пассивная героиня, особо ничего не делает. Ну, казалось бы, почему? Почему она так названа? И я детям на этом уроке предлагаю такое исследование в виде графа, соединяя разные имена героев и показывая, какие отношения их связывают, а более того, показывая, как они друг на друга повлияли, мы приходим к выводу, что вообще-то Маша Миронова, несмотря на то, что она вроде как мало играет роли какого-то в этом произведении, в смысле активной какой-то роли, при этом очень раскрывает персонажей с положительных сторон со всех. Темные места в слове о полку Игореве. Слово о полку Игореве, понятное дело, очень сложное произведение, в том числе потому, что оно, в общем-то, древнерусское. И переводов слова о полку Игореве существует очень много, с русского на русский. И надо показать детям вот эту вот научную проблему, что у нас нет такого стопроцентного перевода слова о полку Игореве, в котором никто бы не сомневался. У нас есть слова, которые встречались только в этом тексте, и мы не можем найти им адекватный перевод. Что у нас есть опечатки, у нас есть какие-то описки и так далее, и так далее. Как бы подключить детей к этой исследовательской проблеме. Есть очень хорошая энциклопедия слова о полку Игореве, которая в интернете расположена, ее легко найти, где расписаны все эти темные места, и дать детям познакомиться с вот этой научной литературой, чтобы они покопали, сами посмотрели, как вообще филологи делают свои исследования, как это происходит. И это сразу очень много предметов сюда включает. И географию, потому что там много разных мест, и историю, разумеется, потому что историческое произведение. И, в принципе, умение работать с научными источниками – это предметное умение, которое нужно всем. В 11 классе Маяковский, футурист, который приходит в литературу с какими-то абсолютно новыми словами, которые тоже встречаются только у него. Но если в слове о полку Игореве мы хотя бы можем проводить какие-то параллели с другими произведениями, то Маяковский придумал эти слова. А мы читаем стихотворение, вроде как все понимаем, хотя оно написано какими-то действительно уникальными словами. Почему мы понимаем Маяковского? Это важный вопрос, на который можно ответить, например, с помощью попытки составить словарик Маяковского с лексико-словообразовательным комментарием, потому что, естественно, Маяковский не просто набирал какие-то слова из воздуха, просто сочетание букв, он, как правило, брал какие-то известные нам русские корни, известные нам русские суффиксы и соединял их так, как никто до него не делал. Но вот проанализировать, как он над словами работал, это тоже достаточно интересно и привлекательно для учеников. «Война и мир». Головная боль. Тяжелое произведение, чтобы хотя бы так хотя бы 2 главы были прочитаны. Нет, на самом деле, конечно, в сторону вообще, чтобы поработать с этим текстом, можно провести очень интересный лексический анализ текста. Мы берем какую-то мирную главу, мы берем какую-то военную главу и полагаем, что война будет описана словами негативно окрашенными. Мрак, страх, ужас, боль. А в мире все-таки мы ждем радость, семья, уют, что-то хорошее. Так ли это на самом деле? Вот задача исследователя выяснить. Вот здесь несколько предложений, примеров, да. Зеленым окрашены, соответственно, слова такие хорошие, позитивные, добрые, больше связанные с миром. Красным окрашено то, что связано с войной. Мы, конечно же, видим, что не все так однозначно. Что в военной главе появляются зеленые вставки, они связаны с героем, которого Толстой считал настоящим патриотом, Стушиным. Что в мирной главе появляется вера, и она приносит в этот мир Ростовых свой раздор, и поэтому это красный цвет. И, конечно, и в мире, и в войне есть внутренние переплетения. Война и мир оказывается гораздо более сложным произведением, чем можно было, просто догадаться. Что вот есть мирные главы, где все хорошо, есть военные, где все плохо. Все не так просто, и это исследование нам помогает в этом. Без привязки к какому-либо классу очень такое
широкое исследование, которое можно проводить с разными учениками по различным именам, которые встречаются в произведениях классиков. Либо имена географические, либо имена действительно собственные. Ну, например, мы с одной девочкой делали проект о географических названиях в творчестве шестидесятников. Ну, вот скриншоты из Google Maps, как мы это делали, мы с ней прочитывали достаточно большое количество 4 поэтов: Евтушенко, Рождественский, Ахмадуллина, кто-то еще, простите, забыла, ну, да, возможно, он. Вот, там много. Ну и искали то, что общее, то, что встречается только у кого-то одного, и смотрели на карте, кого из этих знаков будет больше, ну и, соответственно, комментарии к этим стихотворениям были такие, да, где встретилась, в каком стихотворении и так далее, и так далее. Собственно, что же нужно учителю для того, чтобы проводить исследовательскую деятельность? Воображение, потому что исследование требует определенных идей от учителя. Мы не можем ожидать, что к нам придет школьник и скажет: вот, я хочу исследовать вот это, вот это. Это, конечно, здорово, но мы живем в реальности, где это случится скорее редко, да, нежели часто. И мы должны быть готовы предложить ученику, заинтересованному в исследованиях, ну вот, собственно, эти исследования. Соответственно, мы должны нестандартно смотреть на свой предмет, быть открытыми всему новому. Но, конечно, нам нужно время, и время — это тот ресурс, которому, ну, к сожалению, никак особо не научишься. Спасибо за внимание. У меня все. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Я попросила всех ужаться, поэтому так быстро, да? То есть, в принципе, Дарья Михайловна показала, что на каждом уроке, на любом этапе урока можно проводить мини-исследования, да? Обязательно. Причем можно быть потом уже с самими детьми как бы анализировать, а какие способы они исследования, да, уже вот несколько раз прошлись, а что такое, способы такие вы получили, алгоритм, какой вы там заложили во время урока и так далее. То есть вооружать уже их методологией вот это, да, чтобы они понимали, о чем речь. Вопросы, может быть, Дарья Михайловна? Нет? Красиво. Спасибо, Дарья Михайловна. Да, тогда я предоставляю слово нашему коллеге, значит, Акимовой Людмиле Николаевне. Мы поговорим о том, как на уроках коми-языка и литературы может применяется на практике тоже исследовательская деятельность. Пожалуйста. Или вам не надо? Я всем участникам напоминаю 10 минут. Да? Вы 10 минут. И мы сейчас будем следить, как кого попросить. Акимова Людмила Николаевна. Село Щелябуш, Усинск. Пожалуйста. Итак, скажи, не забуду, покажи, запомни, сделай вместе со мной, научусь. Так гласит китайская мудрость. Скажу немножко общих слов о проектной деятельности. Вы, конечно, все это уже знаете. Но, как бы, хочется сказать, еще раз напомнить, что проектная деятельность является одним из наиболее эффективных методов реализации системно-деятельностного подхода формирования ОУДЭПов и ГОСТ второго поколения, ну и сейчас 1 сентября получается и третьего поколения. В процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта формируется культура умственного труда обучающихся. Вот тема предоставляемая вам мною опыта сохранения культуры и традиций родного языка посредством использования проектной деятельности на уроках коми-языка и литературы. Ну и не только на уроках, мы же тоже проводим и декады, и все, и как бы внеурочная деятельность тоже здесь будет затронута. Что такое проект? Проект — это 5П. Проблема, проектирование, поиск информации, продукт и презентация. Вот здесь представлен стенд.
в общем, у нас есть в кабинете стенд, где мы собираем, и дети видят наглядно самые лучшие работы, мы там вывешиваем, есть полочка специальная для лэпбуков, вот, и как бы они все равно видят и стараются уже лучше сделать в следующий раз. Вот, этот стенд обновляется, ну, по мере того, как мы выполняем проекты, стенд этот оформляется. Как правило, я еще хотела сказать, что сейчас учебники коми-языка сделаны так, что после каждой практически темы идет проектная работа. И это плюс вот этим учебникам. Мне нравится работать с этими учебниками, потому что там все планово как бы идет, да. Вот прошли мы тему фразеологизмы, идет проектная работа. Здесь предоставлены тоже материалы детей, как бы можно будет посмотреть. Вот, допустим, прошли мы тему фольклор в 6 классе. Дети выполнили лэпбук, ну, составили лэпбук с этими кармашечками совсем, где предоставили какие-то, может быть, нашли пословицы, поговорки, загадки. И детям интересно, они смотрят, рассматривают на переменках, подходят, смотрят, разгадывают вот эти самые загадки, да, и чему-то новому обучаются. Работая над проектом с обучающимися, я вовлекаю каждого ученика в активный познавательный творческий процесс, учу отстаивать свои взгляды на выбор методов и материалов, необходимых для осуществления своих творческих замыслов, учу применять свои знания в различных учебных предметах, а также обязательно в повседневной жизни, то есть связывать это с повседневной жизнью. Формирую универсальные учебные действия, воспитываю у детей интерес к творчеству, взаимодействию при совместной работе и учу ориентироваться в мире информации, ну, тот же интернет, да. Вот если классифицировать проекты, которые используем на уроках, по продолжительности подготовки бывают краткосрочные, то есть это через урок они уже сдают работу какую-то. Допустим, у нас была тема числительная. Вот, и они делали автобиографию с фотографиями, совсем, все на коми-языке, используя как можно больше числительных. Вот, это краткосрочные. Дальше средней продолжительности, это уже, вот тема была у нас мифология, вот здесь представлен лэпбук по мифологии, и там вот всякие там кармашечки, в общем, тоже с заданиями, всякими играми, все касающееся коми-мифологии. Куда? Нам рассказывать. Вы Да, скажите, что вот. это я поднесу. Хорошо, вот такой вот лэпбук. Так, следующее, ну, это немножечко топонимика здесь, это выполнила моя дочь, вот, по топонимике родного края. Вот, ну, это уже больше к неурочной деятельности относится, но тоже с заданиями, с ребусами, с кроссвордами, с фотографиями, с описаниями гидронимов, айконимов и так далее. Вот. Далее. Вот. Следующее, ну это уже средней продолжительности. Ну и долгосрочные, это мы снимали фильм, я сейчас покажу вам немножко кадра. Вот. По количеству участников индивидуальные, но чаще всего это как домашнее задание идет, да. Работа в парах я не часто использую, но использую обычно, если на уроке мы это делаем, да. И групповая, там 4-6 человек обычно участвует. Вот, кстати, вот эта коми-мифология, она несколькими участниками подготовлена. Вот. По методу бывает творческая, исследовательская и информационная. Я больше ориентируюсь на творческую и информационную по методу. Так, дальше. Ну, этапы. Если говорить об этапах, да, вы все знаете, что это мотивационный этап, да, где учащиеся определяются с темой, целью, задачами, да, и уже, как правило, после мотивационного этапа они хотят уже перепрыгнуть на выполнение проекта. Я говорю, нет, товарищи, давайте сначала спланируем, что мы будем делать, как мы пошагово все это сделаем. Дальше идет информационно-аналитический. Они собирают эту всю информацию, приносят мне, говорят, Людмила Николаевна, мы не можем на коми-язык перевести. Мы сидим с ними вместе, с интернетом, я им там скидываю коми-онлайн-словари, они там работают, потом по старым словарям, есть у меня такой большой огромный словарь русско-коми, вот он нам очень помогает, он еще советских времен, у него же листы все пожелтели, каких-то, не помню, ну, в общем, где-то 40-х, 50-х годов. Вот, но там очень много слов. Конечно, много русскоязычных, но и много таких, которые мы даже уже не можем перевести. Вот. И потом непосредственно выполнение проекта. Это самая интересная часть.
вообще в любом проекте, где они обрабатывают уже полученную информацию, что-то выполняют своими руками, что-то красочно там выполняют, какие-то вот буклеты выполняют, там еще что-то. Вот. Далее идет защита проекта. Как правило, на уроке прямо мы эту защиту проекта проводим. Вот. Я также регламентирую, говорю, так, у вас 2 минуты, не больше. Они все, 2 минуты, они отчитались. Вот. Учащиеся задают вопросы, и все, мы ставим отметку. Вот. Ну и рефлексивнее, что получилось, я уже задаю такие вопросы в конце, ну, чтобы, что получилось, где было трудно, где было легко, где, что понравилось, что бы ты внес еще в эту работу после таких вопросов, да, учащихся. Следующее, ну вот, лэпбуки по теме фольклор, это мои 5 класс литература. Вот, они выполнили такие интересные работы, они тоже здесь есть. Так, далее. А вот это обобщение коми литературы в 8 классе по теме биармия. Кто читал это произведение, оно очень большое. А тем более, если на коми языке читать, а мы знаем, что он на многих языках есть, у Калистрата Жакова это произведение, вот, то если читать на коми языке, то там практически вообще ничего не поймешь. На русском языке это очень объемное произведение, очень много непонятных слов и что откуда берется. Поэтому мы взяли русское произведение, прочитали его, выбрали конкретные отрывки, не все, и создали видеофильм. Вот девочка Олеся, она, значит, создает графические рисунки, причем в разных проекциях эти рисунки. Потом, так как у нас еще нет такой вот прям компьютерных таких навыков, мы их выпускаем, вырезаем, все. А вот эта Катя Коскова, она рисовала фоны. Мы взяли большие ватманы, фоны, все это. Вот, дальше, следующая работа уже была, ну вот это вот уже, когда мы снимаем фильм, просто времени мало, и я даже сейчас не уверена, что я покажу этот фильм, он 13-минутный. Вот, и получается, что вот она рисовала фоны, Олеся рисовала героев, да, и чтобы лучше, почему я забыла сказать, для чего мы это сделали, создали этот фильм? Для того, чтобы дети лучше поняли произведение. И тогда, когда мы показываем сейчас этот фильм уже другим классам, эти девочки уже одна закончила школу в прошлом году, а другая девочка у нас тоже уже в 10 класс пошла, а еще одна девочка, она уже тоже уехала, она у нас была оператором, она снимала все это, у нее хорошая камера, и все это освещение сделали, все. Вот, и поэтому, когда они смотрят вот этот фильм, то им намного интереснее, потому что я очень долгое время преподавала этот предмет и вот именно это произведение. И не могла понять, как до детей донести, вот как до них донести. А вот сейчас с помощью вот этой проектной работы они могут спокойно понять всю ситуацию. Вот, ну вот несколько кадров вот из этого фильма. Вот. И причем надо было героев изобразить и в молодом возрасте, и в более пожилом. Вот. Ну, хотя бы фрагменты. Фрагмент покажу сейчас. Еще и у нас озвучка была, это Снежана Савичева, она у нас. Жаков Калистрат Фалалеевич, биармия, отрывки. У студенных волн, покрытых бурной пеной прибрежной, у прибоев покровенных, тенью длинной у обрывов, мрачных скал, покрытых льдами, красный город возвышался, город Кардер многоглавный. У ворот, у стен дощатых, земляных, прикрытых валом, тупомордый, толстоногий, тот брекун невыносимый, Цербер с севера вот брешет. Звуки домбры долетают до кудрей зеленой пармы. Звуки сердца льются в душу всех деревьев многодумных. Дощатушки черные на валах тоже вздремнули не на шутку. У окна сидела Райда, синеглазая царевна, сняв слюду с дощатых окон, любовалась Так, хорошо. И князем пар. Ну, понятно всем, да? да, вот работа тоже еще учащихся как бы. И вот защита как раз, вот посмотрите, пожалуйста. Вот защита лэпбуков по теме мифология. Мы прошли с детьми мифологию. Вот, и с детьми кто-то рисует там графические рисунки, и мне выдает, тоже есть в этом лэпбуке. Вот. То есть персонажи мы уже сами. Домовой, там,
Перобогатырь и так далее, все. В общем, вот что я хотела вам показать. Вот они, графические эти рисунки. Это собственные, как бы, девочки. Ага. Вот. Вот работают. А вот все, что в лэпбуке. То есть тут и ребусы, и кроссворды какие-то, и комиксы, и игры. Вот еще одна игра. И тесты, и все такое. А это физминутку тоже дети делают, уже не буду показывать, да? Время вышло. Ага. Все, спасибо. Галина Николаевна, вопрос очень. Ага. Елена Николаевна, уважаемая, вот сейчас, куда ни посмотришь, что не услышишь, все в интернет, особенно по этому поводу, кричит, что очень много занятости у учителей, где брать время, вот, и отчеты и все прочее. И та работа, которую вы представили, ну, у меня лично, она в голове не укладывается, этот объем большой. Вот как вы успеваете? Вот, что вы можете сказать о времени учителя? Ага, сейчас скажу. Ну, о времени учителя мы до 2 работаем, потом до 5 еще работаем, всякие семинары, вебинары и все такое. Пришел домой еще. Ну, как обычно, да. Ну, дома у меня 5 детей, и я прихожу домой еще борю, так что... Вот. Но дело в том, что как я распределила время, я знаю прекрасно, когда у меня будет проектная работа, и я конкретно детям говорю регламент, то есть сколько времени они должны это выполнить. И они выполняют. Они приходят после уроков, и в это время, когда у меня проходит какой-нибудь вебинар, семинар, я смотрю, а так они сидят и работают. Да, совмещаю, как по-другому. Вот. Так что у меня очень много видео, если бы, ну, можно... Спасибо. Если бы было время... Кому будет интересно, можно на вас выйти сейчас в сетях, все есть, и, пожалуйста, в сообществе. И еще, тоже, значит, получается, опять же, надо туда садиться, что здесь в основном работа детская проходит во внеурочное время, да, во внеурочное время. Поэтому все-таки хотелось бы, так, пожалуйста. Я приглашаю вашего коллегу. Вы в одной школе работаете, да? Да. Пожалуйста, это у нас Канев Сергей Леонидович, учитель технологии. Вот так занимаются исследовательской, подчеркиваю, деятельностью. Ну, у вас, наверное, больше проектной, на уроках технологии. Здравствуйте. Значит, на уроке технологии. Тема у меня развитие познавательного интереса, обучающих традиция и истории своего края через макетирование. Здесь цель. Значит, знание истории родного края, национальной культуры своего народа дает человеку духовно богатым, ответственным за настоящее и будущее своего народа, формирует целостное восприятие народного творчества, способствует воспитанию уважения к обычаям других народов. Значит, на уроках технологии я часто применяю МРК, изучение макетирования. Значит, при изготовлении макетов лесная избушка и промысловые постройки учащие знакомятся с различными традициями охотников. Несколько примеров приведу. Значит, в центре охотничьего угодья находятся промысловая избушка и хозяйственные постройки, а разные стороны расходились путики, это тропы. Значит, каждый охотник охотился на своих угодьях, которые передавались по наследству от отца к сыну. Основным средством передвижения были камушные лыжи и ручные нарты, которые тащили с помощью ременной упряжки. В лесной избушке оставляли еду не только для себя, но и для заблудившихся путников. Охотник, увидя чужую добычу, в силках капкана снимал и вешал повыше, чтобы не испортили звери, но не присваивал себе. Это очень строго наказывалось, вплоть до отрубления пальца, чтобы знали, что это было раньше там было, сейчас не режет трудно. Значит, почтительное отношение к любой добыче, независимо от ее ценности, обязательно полагалось добивать раненого зверя, чтобы они не мучались. И охотники при встрече на промысле никогда не называли действительное количество добытого зверя из опасения, что чужая зависть не даст дальше ей добыть зверя. Значит, при изготовлении макетов традиционная изба коми крестьянская изба, сельский двор зимой, макет вида Шиля Божия образца 17 года, а также интерьер коми избы, они как бы изучали. Значит, традиционным жилищем в XVIII веке наиболее распространенным являлся дом-связь, комплекс из 2 изб с сенями водной связи с хозяйственным двором. Значит, дом на высокой подклете, особенно в ваших южных районах,
до окон даже не достучаться. А у нас окна чуть ли не по пояс высота. Так что это зависит от холода. И у вас подпол идет через наружный и внутри, а у нас только изнутри, потому что очень холодно. Значит, окон было много, почему? Чтобы светло было. Значит, двухъярусный скотный двор занимал до половины всего комплекса. Наверху щеновал, клеть ходню через воз. Значит, это разные виды. Значит, матица служила границей между передней и задней частями избы. Гость, как правило, оставался в передней части и без приглашения не переходил за матицу. Значит, в каждом доме был обязательно красный угол, наиболее почитаемое место. Русская печь была максимально удалена от красного угла. Это был домашний, не парадный центр. Приготовление пищи, мытье посуду, стирка, место для сна, ну и даже как бани парились, печки. Значит, ставились полаки, спальные места. Спали также на сундуках. Колыбель изготавливалась отцом или дедом новорожденного, но чаще использовали колыбели старших детей или доставались по наследству. Почему? Потому что считалось, что дети, выросшие здоровыми в этой колыбели, у них тоже будут здоровыми. Значит, это у нас макет. Да. Это макет Шелябож образца 17 года. Мы нашли схемы. 1899 год нашли, 17 год нашли, 47 нашли и 60 какой-то год нашли, по-моему, 7 наверное. И вот мы решили с детьми из картона сделать макет, каким он был. 33 дома было в то время. И они сейчас хотя бы имеют представление, да и я тоже имею сейчас представление, каким он был в 1917 году. Из этих домов у нас в Щеле осталось всего 2 дома двухэтажных. Очень много было двухэтажных домов, и вот сейчас всего 2 дома, которые и больше стали. Это мы делали интерьер, внутреннюю часть, потому что сейчас детей. Даже я уже не помню, что палаты были. А дети нынешние вообще не знают, что такое вот это. И они изнутри смотрят, что это такое, и узнавают. Русскую печку уже ни одной печки не осталось. Вот это мы... Значит, при изготовлении мельницы, значит, что они узнали? Значит, пахота у коми считалась мужской работой, воронили обычно подростки, сеяли вручную из берестяных лукошек, преимущественно мужчины, женщины производили ручную работу, зерно жали серпом, молотили вручную. Значит, молотили зерно для личных нужд в ручных жерновах, а в южных районах использовали водяные мельницы. У нас, правда, здесь ветряная, но смысл тот же. Значит, при изготовлении часовня, значит, что узнали? Значит, что они строились на возвышенных местах, что форма была издревле разнообразна. Главный вход всегда находился с западной стороны, а алтарь, самая главная часть, обращена на восток. Объясняло это тем, что вера пришла с востока. Значит, кумпол символизировал пылающую свечу, перед входом назывался папертью. Храмы часовни обычно строят на пожертвования людей и горожан. Значит, когда делали вот эту избушку на курьих ножках, мы узнали, что наше народное творчество коми перекликался с русским. Также идет все время борьба между добром и злом. Значит, несет поучительный характер, ну и использовался для развлечения нашего поколения. Герои также животные, звери, птицы и так далее. Люди у нас Пера-Богатырь, Зарния, Ягморт, Лешак, Леший, Лешак. Да. Дома-баба, бабушка Яга. Ну, а здесь красивая бабушка Яга, видите, скелет оставила, где еще сила. На севере такие избушки ставили на ножках. Да. Хранили, как амбары, Амбары. чтобы зверь не поднялся. Как раз на промысловых, видели, Да. чтобы зверь не сел добычу, запасы, да. Значит, баня по черному. Я еще помню баню по черному. Вы посмеетесь, но я мылась в русской Черной бане. печи внутри, вот там, в доме, Вы же по живой пример. улице Советской, дом 17, напротив сейчас, как гимназия Пушкина, вот в этом доме, я там жила, я мылась вот в этой... Вы же живой пример. Вас надо для примера вести. Значит, и бани, вот, что они узнали, черной бани, что сейчас же у нас, как он называется,
предбанник. Всякой бане есть предбанник. Туда каждый раз не всегда было. Раздевались на улице. Босиком шли, а баня же находилась на берегу реки из-за пожарной опасности. Шли раздетыми, не стеснялись. Там они, значит, парились, потом голыми ногами шли по снегу, закалялись. Не болели, скажем так, простудными заболеваниями. Значит, что про баню еще мы узнали, что высоко ценилось как средство для поддержания чистоты тела, снятия усталости после тяжелого физического труда, закаливания, укрепления организма. Также применялась в народной медицине и также ритуальных, свадебных и родильных, скажем так, да. Например, пример приводят. Роженицу с младенцем стали на 3 дня баню, а иногда и до 7 иметь, чтобы она там очищалась. Потом пришел дом, маленький ребенок. Представьте сейчас роженицу с роддома в баню кинуть. Да еще без роддома. На фермах, значит, те, которые не фермы, вот у нас уже фермы не осталось. Вот молодые люди уже, даже лошадей уже нет. Не столько коров есть, а лошадей уже нету. По картинке видят лошадей. Это уже деревня называется, да? И у нас ферма буквально несколько лет назад полностью снесли. Сейчас уже молодые люди, которые будут расти, они не будут видеть, что так у нас были вот такие фермы. И мы сделали вот эту ферму, успели сделать, измерили масштабы 1,53, сделали эту ферму для, скажем так, будущих поколений. Значит, что коровы или деревянные подойники, потом его развивали глиняные горшки, которые хранились под поле и погребе. На подложном корму скот упался за 4-5 месяцев, это грудная птица, а у нас где-то 3-3,5 месяца. И отправляли весной на острова, и там они 3-4-5 месяцев бегали. Значит, стойловое содержание скота продолжалось 7-8 месяцев. И у нас, значит, с другой стороны, электростанция. У нас первая электростанция появилась в 1957 году. Это здание еще кто делал макет, дети успели застать, сейчас его тоже нету. Так что уже... И что мы узнали? Что в Коми у нас начало электричества на Коми относится к 1908 году. А в 1960 году Коми эксплуатировалась 1916 электростанций. В 1974 году было начато строительство крупнейшей электростанции региона нашего Печорского. Сейчас мы свет получаем с этого леса, а не нашим. Как бы. А в нашем селе она появилась в 1957 году. Посмотрите, каким образом на уроках, да, сохраняют и изучают историю Коми края. Браво, молодцы, правда? Да, вопрос, подождите, У пожалуйста. меня несколько вопросов. Первый вопрос. Туда я сяду, да? История, с какого года известно ваше поселение? Вот вы говорите, что вы там нашли 18 или 19 когда лет. Сейчас впервые о вашем упомянуто. 1858 год у нас. 1800, это Да. самое раннее упоминание, Это да? самое раннее. У нас внизу есть деревня Праскан, и она на острове находилась, все время затопляла. Мужику надоело, и он ушел искать на более высоком берегу. Понятно. Наше село не берет. Вот. В этом плане нам повезло еще. И назывался Верхний Праскан. Потом его переименовали. Шелья это высокий берег, а Боже это хвост. То есть как у нас хвост этого высокого берега. Но берег даже за мой возраст уже развалился чуть-чуть, конечно. Но были крутые. И у меня еще второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вы с какими классами вот эти все Вот эти. макеты делаете? Это 10-й, 11-й. Только 10-11, Пока да. Но малыши приходят, видят, когда начинаем. У них уже это Очень кровь, да? ожидание, да. Ну, не все, конечно, но большинство. И сколько лет вот этот макет идет? Макеты, Насколько много вот уже? самый первый большой том делали за год. Но приходили также после уроков. Потому что времени 2 часа было, а сейчас общий 1 час. А сейчас общего урока нет технологий. Это Там же вот классы, там же делали год, да? А вот сколько Ну, лет? в старших классах нет сейчас такого. Нету, да, там- Нет, в девятке сейчас вернется, в девятых А, тоже вернется, да. делают. Да. В 9 тоже нету сейчас, да, технологий. Вопрос. Долго играющие делаем, потому что даже сейчас мы начали делать вторую нашу школу, 4 человека учились. Вот эта пандемия еще так попала, и у нас практически занятия как бы пропали. И я уже подготовил детей, которые потом придут 10 класс. Говорю, давайте дальше продолжим. Согласились? Спасибо. Сергей Леонидович, спасибо. Еще вопрос. Сергей Леонидович. Вопрос такой, а вот какой материал? Вы его только закупаете или какие-то вторичные? Из чего делаете? У меня проблема вторичного использования. Да, у вас проблема почему? Потому что вас нужно купить. А у нас не купишь. Поэтому мы с детьми, иногда дети сами
едят еловые прутья, вот еловые прутья. Да. Его приносят, потом на переменках, чтобы время не терять на уроке, на переменках его чистим. Это было раньше. Главное, высохло, очень плохо. Сейчас мы делаем чуть-чуть как бы еловые прутья очищаем и на улицу выносим, чтобы она мягкая была доставить. Чтобы не высохло, не Да, да. пересохло. Она потом, да, тяжело работает. Эти домики из каких вы Это все еловые. Картон, где образец, это картон был. Это все еловые, а потом они состариваются и будут похожи на наши На деревья. другой. Вот мы как раз делали тоже, я просто занимаюсь биологией экологии, поэтому просто у меня использование, вторичное использование отходов, мы делали, допустим, из разных этих вот ненужных, ну как называется, этих клавишей компьютерных, эти прям их ломали как состояние. А там они уже такие красивой формы. диски ненужные, которые прямо пачки лежат, диски, там всякие дискеты, это все вот, которые вот уже сейчас дискеты, когда Да. вот из них-то можно соорудить вот, на ваших уроках, я думаю, что это будет интересно. Конечно, я ничего не выбрасываю. Дети дома Мы так что. Это нам что-то нужно, Жирок Сергею Леонидовичу, и то есть Потому все. что мы можем прислать, да? Да. Да, потому что дисков вот целая пачка, думаю, что из них такого соорудить, когда главное. Коричневый материал. Спасибо. Это все вторичный материал, да. Хорошо, вам пришло. Так, я тогда не знаю, Сергей Алексеевич, вам слово, наверное, я дам, а потом уже мы подойдем к лицею и расскажем о системе нашей работы. Тогда организация исследовательской деятельности во внеурочное время. Прочек Сергей Алексеевич, заместитель директора Яшновская средняя школа. Пожалуйста. Итак, уважаемые коллеги, добрый день. Я рад вам представить наш опыт. Он не очень большой. Я работаю замдиректора 4 года в этой школе. Раньше работал в городской большой школе с населением 1500 человек, вот, где тоже занимались мы такой деятельностью. Вот, в принципе, работа одинаковая, но в то же время есть и некоторые нюансы. Если вспомнить городскую школу, я занимался исследовательской работой по географии, я сам географ-биолог. Ну, скажем так, наверное, бессистемно она у нас в школе ничем не регламентирована была. Когда приступил к работе заучем в школе, в первое время мы изучали приказы, изучали, значит, локальные акты школы, которые были на тот момент, аналитические справки, пришли к выводу, что она была, эта работа, она проводилась, но не была регламентирована. Мы поэтому решили внести изменения в учебный план школы, значит, внесли, значит, такие курсы, как научно-исследовательская деятельность для учащихся 7 класса, он ведется у нас отдельным курсом, ведет ее учитель географии Поцу Сергей Владимирович. Внесли в учебный план предмет «Твоя профессия» для учащихся 9 класса, курс направлен на профориентацию, и в 9-11 класс учащиеся этих классов защищают индивидуальные проекты. Мы посчитали, что этого недостаточно, потому что решили, что нужно регламентировать данную работу на уровне, значит, школы. В районе у нас тогда начала реализовываться программа «Одаренные дети». Сейчас она вышла уже на новый уровень. И вот одним из подразделов этой программы и стала работа школьного научного общества учащихся. Значит, цель ШНОУ – это планирование не только исследовательской деятельности учащихся, но и их всестороннее развитие и, наверное, профориентация, включение ребят во внеурочную деятельность, в кружковую деятельность, потому что наша школа, она удаленная от центра, у нас нет ни центров дополнительного образования, нет музыкальной школы, нет художественной школы, нет бассейна, нет спорткомплекса, то есть все на уровне школы. Вот, Все, и, как у всех сельских школ. да, и поэтому школа – это центр притяжения любого села. Закрытая школа, это считаем, что закрытое село становится просто дачным поселком. Вот. Поэтому школа, она держит село, держит население, которое не уезжает, кстати говоря, благодаря этому в том числе. Значит, мы с Сергеем Александровичем, с директором, разработали локальные акты школы. Значит, вот вы их видите, да, на слайде. Вот. Имеется план работы ШНОУ на учебный год. Он, конечно, такой, ну, скажем так, достаточно формальный, но его можно корректировать. Вот. В школьном научном обществе у нас 41 учащийся, в школе всего на тот год было 69 учеников, сейчас 61 после выбытия учащихся 9-11 класса. Вот. Значит, учащимся мы вручили в мае именные сертификаты, никто не отказался от участия на следующий год в школьном научном обществе.
Вот. И структура общества следующая. Мы разделили его на секции. Это филология, точные науки, гуманитарные, общественные науки, естественные науки, физкультура, спорт, робототехника и научно-техническое творчество и изобразительное искусство. А кураторами стали это учителя, которые активно занимаются с учащимися, которые показывают результаты на уровне района, на уровне республики и России. Вот. Ну и в то же время Сергей Александрович, директор, мы тоже, значит, являемся, скажем так, кураторами 2 секций. Ну, у нас кадровый резерв ограничен, поэтому директор, он еще и учитель, он еще и педагог доп. Образования, и завуч точно так же, да, то есть ведем буквально, ну, сами понимаете, что много чего, да, приходится вести. Руководство, значит, лежит на мне, значит, мы собираемся раз в четверть с руководителями проектов, с руководителями секций из ребят, ну, работа вот эта началась. Как мы это все организуем? Через различные мероприятия. Это работа курсов неурочной деятельности, да? Школа учится в одну смену, поэтому это легко организовать. Есть отдельное расписание, которое начинается через час после окончания основных, ну, то есть после урочной деятельности. Кроме этого имеется кружковая деятельность, то есть тут только некоторые кружки представлены, которые дают, наверное, я включил сюда те кружки, которые в том году показали наиболее лучший результат участия учащихся. Это работа предметных секций ШНОУ, то есть мы собираемся раз в четверть. Это проведение школьной конференции, поскольку конференции муниципального уровня республиканского начинаются уже с октября, то мы проводим в начале октября эту конференцию. Участие в различных конференциях. Мы создали циклограмму участия в школах, в которых мы можем принимать участие. Значит, там более 30 различных конференций. Вот она утверждена также, значит, приказом по школе. Ну и использование точки роста. К нам пришла 2 года назад точка роста с робототехникой. Значит, мы ее активно используем для исследований. Здесь представлены результаты исследовательской деятельности учащихся. Значит, позапрошлом году было 4 у нас призера и победителя. В этом году получается их уже 7, и 2 из детей, значит, в 2 конференциях, в том числе 2 человека во всероссийских с международным участием. Конечно, это все было онлайн, часто, да, то есть нас слушают, мы выступаем, но очень надеемся, что и в этом году мы поедем наконец-то. Родители, ну, знаете, село, да, мы с родителями общаемся, и говорят: ой, Сергей Алексеевич, давайте везите, пусть хоть мир посмотрит, Россию посмотрят, потому что наши дети 2 года никуда не ездят из-за ковида. Ну, вот, будем надеяться. Вот тут представлены грамоты, дипломы, ну и хочется в заключение сказать, что все-таки эта деятельность, это результат не только школы, не только учителя, но и ученика заинтересованного, ну и, конечно, родителя. То есть педагогика сотрудничества, она дает хорошие плоды, хорошие результаты. Вот. У меня все. Спасибо вам за внимание. Какая-то система понятна, через научное общество ученическое, она выстроена. Да, это не является ноу-хау, я думаю, что и у вас оно есть, да, и в других школах оно есть. Его уже почти нет. Нету, да? А потому что у нас в учебном процессе, в учебном плане, вот об этом сейчас я и буду рассказывать. Вопрос? Да? Нет? Спасибо. Спасибо. Так, это я закрываю вашу, как господи, тут. Вот, так. Секундочку. Ну и теперь давайте немножечко мы посмотрим, как у нас это организовано. А я хотела вам и завершить. Так, что-то я не вижу, где, как F5, господи. Так, не могу. Чего нажалась? Что значит, я давно не работаю с этим делом? Да я не вижу ничего. На чужом компьютере никогда не можешь. Так, нет, я хочу ее вывести на это. Так я нажимаю, что он не работает. А, все. Так, я очень быстро буду сжато говорить. Значит, понятно, что наше учреждение обеспечивает раннюю профилизацию на ступени основной
основного общего образования как раз через организацию учебно-исследовательской деятельности. И дополнительно углубленная подготовка у нас профильные классы инженерно-технологического, естественно, научного с прошлого года, более узко мы берем медицинского профиля и социально-экономических профилей. Так, через что мы это организуем? Именно через программы элективных курсов, которые разрабатываются нашими педагогами, соответствуют возрастным особенностям лицеистов, соответствуют их интересам, являются актуальными в современном мире и обеспечивают профессиональное самоопределение учащихся, удовлетворение их интересов, расширение заранее выбранными предметной области и, самое главное, направлено на формирование учащихся навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности, о чем я уже говорила. Каковы этапы организации у нас? Мы начинаем с 7 класса. В 7 классе предварительная работа перед выбором элективного курса учащимся. Я думаю, что когда вы читаете сами, это проходит все быстрее, нежели я проговариваю. Да? И вот видно, чем мы занимаемся. ЭК – это элективный курс. Анкетирует психолог, презентациями выходим учащиеся старших классов и преподаватели, которые в рамках ЭК уже занимаются. Выпуск материалов информационных, посещение открытых занятий. Ну, хорошо, у нас, конечно, есть наш альма-матер, куда мы можем выходить, и кто нам оказывает большую помощь в организации этой деятельности. И обязательно участие в Республиканской учебно-исследовательской конференции «Первые шаги» в роли слушателей. Наше учреждение было инициатором создания этой конференции. Я не знаю, участвуют? Нет, сельские школы. Первые шаги приходят, да, из города тоже. И вот в этом году мы уже от онлайн немножко, хотя бы сыктывкарские дети на базе Академии юных талантов участвовали, все остальные пока еще онлайн. А так до этого мы проводили всегда на базе лицея, на базе университета, и поэтому все наши дети в этот день ходили на секции, куда записывались в зависимости от их желаний, и уже в роли слушателей могли знакомиться и видеть, что это такое. 8 класс. Вот с 8 класса мы начинаем уже конкретно. В учебном плане 8 класса выделен 1 час на исследовательскую деятельность. Да? Как она организуется? Смотрите, у нас значит, выбирают 4 элективных курса, 4 четверти они учатся, и каждую четверть они имеют возможность посетить по одному элективному курсу любой направленности. Захотел биология, экология, захотел следующую четверть психология, там, да, физика, экономика, право, выбирают сами. Ну, вот не менее 4 по четверти. Цель элективных курсов пока вот такая, как обозначено, способствовать. И прежде всего это такая пропедевтические курсы, ознакомительными являются. Заканчивается 8 класс, и дети перед тем, как они в начале 9 класса пишут уже заявление, уже выбирают конкретный элективный курс, сейчас так принято называть по новым ГОСам, да, мы говорим, и записываются и определяются, зная, что в 10 классе у них в принципе будет уже какой-то профиль, и они могут выбрать, соответственно, подгадывая к тому будущему профилю, который будет заниматься. Я пока перечень вот здесь на этот учебный год, но это традиционные наши программы элективных курсов, куда могут дети уже записаться. Ну, вы видите, в основном информатика, физика, биология, экология, экономика, право, психология, история, химия и медицина. Ну, вот такие основные, то, что является нашей специализацией, и дети могут выбрать. И уже здесь, в 9 классе, сколько у нас, коллеги, подскажите, час в неделю или 2? Час. В 9 классе, час в неделю. Это в учебном плане, это учебный предмет по выбору учащихся, он так обозначен, в пояснительной записке все расписано, чем они обязаны заниматься, да, что там, какие задачи и так далее, и так далее. И, естественно, в 9 классе вот какие основные задачи при изучении данного элективного курса. Еще раз вернусь, видно, да? Поэтому серьезное наименование, серьезное название, и мы здесь занимаемся. Алгоритм написания и реферата, и исследовательской работы, и проектов. Обучение работы с научными источниками. Что они должны делать? Видно. Я не буду очень заострять внимание, потому что коллеги расскажут на примере своего лективного курса более подробно. Но вы видите, в принципе, мы учим уже действительно исследованию. Как надо читать текст, как выделять, как обрабатывать, обобщать выписки, делать выводы, реферировать научный текст, библиографически грамотно заполнять, выполнять. Это уже 9 класс. Ну и это общие как бы задачи, в том числе уже идет формирование, умение оформления, представления результатов в различных программах. Это тоже, в общем-то, этим мы занимаемся. Ну, основной этап, ну, в ходе занятий они, значит, ну, это фотографию можно посмотреть.
И элективный курс в 9 классе завершается написанием вот реферативной работы, небольшой реферативной работы, реферативной, повторяю. Здесь пока исследований нет. То есть мы сначала учим, как вот так, кто учился в ВУЗе, все знают, историография как бы предмета, собираем материалы и все остальное. И защита идет в рамках, то есть на уроках по элективному курсу, то есть в своем мини-коллективе. Группы могут быть небольшие, у нас классы небольшие, по 15 человек, а группа, изучающая элективный курс, может быть 4, может быть 8, они распределяются, это их право, как они хотят. Вот такая задача. Но основной этап начинается в старшей школе. Ребенок приходит уже в выбранный им профильный класс. 3 класса, еще раз. Инженерно-технологический, это значит информатика, несколько элективов на выбор. Это физика, методы физико-технических исследований, измерений. Это, если медкласс, биология, экология, медицина и химия. Если социально-гуманитарный, это психология, это история, это право, это экономика. Вот такие у нас. Что здесь уже? Видите, большой достаточно текст. Уже надо выбирать и формулировать тему исследовательской работы, уже выдвигать гипотезу, собирать научную информацию, чему они учились в 9 классе. Вот таким образом методика обработка текста, научной информации, причем получена не только из литературных источников, и из интернет-ресурсов, тоже это сейчас все используется. И в 10 классе они пишут реферативную работу уже конкретно по теме. Это как бы первая глава. И в конце 10 класса, я все сокращаю, что все успели, значит, вернусь, значит, у нас что еще есть? Они в ходе 10 класса, раньше у нас отдельно была возможность, что мы в летний период 10 дней выходили на исследовательскую практику. Теперь же у нас же, знаете, нам надзорные органы заканчивают учебный год чисто 33, 34, 35, 36 недель, ни в коем случае не выводить детей за рамки этого времени. А раньше у нас было 10 дней исследовательская практика. И вот наши все базы, куда наши дети выходили в зависимости от конкретной тематики их учебной работы. Или в институты университета, в Коми-научный центр, Национальный музей, архив национальный. Это вот, видите, объединения, которые с экономическими какими-то исследовательскими работами дети выходили. Это как бы наши социальные партнеры именно по организации работ детей. Ну, понятно, что в основном это через родителей, которые там и там и там работают. Потому что допускать на какие-то объекты надо получать разрешения и все остальное. Тем более какие-то по экономике те же данные, они коммерческие зачастую закрытые, поэтому, но пытаемся. И цель исследовательской практики вот такая: практическое применение, закрепление навыков. Потом в новом коллективе они приходят на производство, где-то куда выходят, например, если социальные, они работают с центром Райда, там с детьми там, и так далее. Это такие задачи мы ставим при организации практики. Ну вот, на практике редко. И 10 класс, летняя сессия, промежуточная аттестация, уже у нас так называемая предзащита. То есть к этому времени дети должны подготовить фактически первую главу своей работы, в которой как раз что у нас? Обосновывается выбор темы, там гипотеза, цель, задачи работы, обзор источников. И у нас такая в конце, значит, проходит предзащита. Причем предзащита организуется не только вот если они ходили на экономику среди экономистов, нет, по графику и из разных предметных областей сидят дети на этой предзащите. Почему важно? Потому что в принципе ведь задача-то какая? Мы обучаем их методологии исследовательской деятельности. И это без разницы, на каком предмете они слушают, они видят уже, действительно соответствует ли работа структуре, могут задать вопросы, но им самим интересно, они ходят, потому что тематика очень интересная. Вот так завершается. А 11 класс, все, у нас уже заканчиваем, поэтому завершение написания, защита и выход с работой, с проектом на более высокий уровень. Что делает к исследовательской работе вот это требование, обозначенное в 11 классе? Еще раз прорабатывается первая часть, я так понимаю, и уже подкрепляется исследование. Вот весь 11 класс, они практикум, да, опыт, эксперимент, ну какие методы исследования в его выбранной специальности, чтобы потом это во второй главе все оформить, подкрепить и сделать соответствующие выводы. Какова значимость и так далее. Ну вот тематика некоторых работ этого года я так быстро выбрала. Детей много что интересует. Влияние педустановок педагога на стиль педагогического общения. На примере изучения в лицее. Вот пойди-ка посиди, посмотри, как оказывается, можешь ты там, да, интересно, они же
Все это в основном на материале лицея используют. Ну, тут и право, и всякие другие, используя кального, это физика, да, Александр Ильич, генератора какое-то. В зависимости подъемной силы крыла самолета они изучали для атак, чего только они не изучают. Красная книга, коми-элита 20-30, она тогда и не знали такого слова элита, но тем не менее. И защита исследовательский проект проходит у нас после января месяца, это уже с комиссией, перед большой комиссией, полная защита, это регламентировано. Соответственно, как и уже у предыдущего выступающего, все это регламентируется нормативно-правовой базой, где все прописано, требования к выпускной работе, порядок защиты, сколько минут, времени, что должен в презентации отразить, какие там, все очень четко ограничено, чтобы это не затягивать. Ну и вот все, защита прошла. И мы вставим оценку, то есть у нас это все в учебном процессе, в учебном плане. Все, спасибо. Теперь я слово предоставляю. Да, пожалуйста. Расскажите уже подробно. Это у нас нет проблем у детей с написанием курсовых и дипломных работ. Они часто делают наши работы в музее и там уже защищают. Потому что в ВУЗе участь, там говорится о тех работ, которые То есть они поступили на ту специальность, они берут их за основу и радуются, и что что-то есть. Да. Они просто это умеют делать уже. Очки вот кто? Это я. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Александр Ильич, программа есть сюда, преподаватель физики, астрономии, естествознания. Естествознание, да. Да. Вот, 3 предметов, да. Да, я слежу за временем. Значит, в этом году у меня 35 лет, я работаю уже учителем физики. И когда я работал раньше, еще в школе, я всегда мечтал о том, я смотрел на выдающихся там ученых, там Циолковский, скажем, Александр Степанович Попов. Все они после лекций, после учебных занятий еще проводили какие-то эксперименты с своими студентами, со школьниками. И вот у меня была всегда мечта тоже заниматься этой работой. И, наконец, мечта осуществилась в лицее, в котором я работаю, потому что появились часы непосредственно обучить ребенка исследовательской деятельности, позаниматься с ним, именно с теми ребятами, которым интересно. Ну, например, интересно в области физики. Вот. И также наблюдал я и такое, что когда ведешь уроки, ты больше там теории на уроках, задачи решаешь. Вот. А практики это только лабораторная работа. Вот. А физика это все-таки наука экспериментальная. Вот. И поэтому, чтобы научить правильно ставить эксперимент, добротно ставить его, чтобы могли сделать еще и анализ, и выводы после этого эксперимента, для этого нужно время. Вот. Поэтому появилась программа на определенном этапе. Программа элективного курса «Методы физико-технических исследований и измерений». Ну, совершенно случайно совпала аббревиатура начальных МФТИ как ведущий вуз страны в этой области. Это совершенно случайно получилось. Вот. Есть цели, задачи, естественно, этой программы. Вот цель, вы видите, дать название, то есть дать представление о методах физического экспериментального исследования, но и в то же время развить, я специально подчеркнул, интерес к исследовательской деятельности. Это, пожалуй, одна из главных задач. Вот. Чему должен научиться учащийся, это тоже все из программы. Здесь и пользоваться основными приборами, правильно пользоваться, обрабатывать, находить погрешности измерений там, и так далее, обрабатывать результаты измерений и, конечно же, реферировать текст. Вот здесь вот представлены некоторые работы, если вам будет интересно, можете потом посмотреть. Программа включает также теоретическую и практическую часть, причем составлена так, чтобы вот вам уже рассказали, что в 10 классе они уже должны написать первую работу, да, и защитить ее. И в 10 классе составлена программа так, уже дается теория за 11 класс по физике, понимаете? Потому что
ну как без нее? То есть это более высокого уровня теория, и, конечно же, нужно ее тоже понимать и знать для того, чтобы применить в исследовательской деятельности. Ну и практическая часть, это понятно, тут уже совершенно понятно. Есть, конечно, КИМы, текущие какие-то контролирующие работы. Вот. Но мне бы сразу хотелось сказать, и вы, наверное, это понимаете, я все-таки разделяю проектную и исследовательскую деятельность. Да? Конечно, вы все понимаете, да? Вот, потому что вот вы видите сейчас два наших ученика защищают работу в городской школе 25-й космический лифт. Вот. Но это, в общем-то, проектная работа, потому что там как такового исследования нет. Ну, представляете, космический лифт там, до небес. Там, да? Вот. Но и то мы все-таки сделали хотя бы какую-то модель, принесли тазик с водой, там, что-то там, какой-то объект сделали в виде спутника, там, который на орбите там, и так далее. И вот, наверное, это повлияло, там заняли первое место как-то неожиданно, даже с такой проектной работой. Потому что остальные работы, это просто картинки из интернета, понимаете? Вот. И вот тогда уже было понимание наступило, что такое научное исследование. Ну вот вы видите определение научного исследования, что это такое на самом деле. Вот. И видите здесь нашу выпускницу Плесовскую Юлю, которая проводит исследования в настоящей филиале Академии наук, а не только, так сказать, в нашем лицее, но мы, как тут уже было сказано, выходим и за пределы. Вот. Филиале Академии наук изучает микротвердость кристалла, который мы сами вырастили, эти кристаллы, и вот изучаем микротвердость. Здесь показана общая схема учебно-исследовательской работы. Вот, вы видите, начинается там вот постановка проблемы, обоснование актуальности там, и так далее. Но это все, в общем-то, достаточно известно. Но вот всегда я задаю вопрос, а что самое вот, трудное? Что самое главное здесь из этих пунктов? Вот. Самое сложное это выбрать тему исследования. Да? Потому что как назовешь корабль, так он что, и поплывет. Понимаете, вот это очень сложно да? Подобрать такую тему, чтобы, во-первых, вызвать интерес у ребенка, да? Чтобы ему действительно это было интересно, а не просто так он это делал. Вот. И, конечно же, могут быть темы очень оригинальные. Если тема оригинальная, то тогда можно ее представлять на конференции. Не каждую работу можно представлять на конференции. У нас есть защита учебно-исследовательских работ. То есть можно просто взять какой-нибудь эксперимент, там даже фундаментальный, показать его, значит, посчитать, там, проанализировать и так далее. То есть то, что уже давно открыто. Но зато ребенок все равно научился и писать курсовую работу, и, так сказать, и эксперименту и так далее. Но есть, конечно, темы оригинальные, которые можно выставлять на конференции. Вот. Введение очень сложно для ребенка, наверное, вы понимаете. Введение, потому что нужно написать самому, показать актуальность, показать цели, задачи, значит, да, это тоже очень достаточно сложно. Показать объекты, предметы исследований, вот, и так далее. Вот. Примеры тем. Ну, сначала вот тут очень самые такие суперсложные темы. Вот рентгеноструктурный анализ типов древесины. Работа Сашиной Лены. Это пришлось выходить на университет, то есть появилась идея, вот щепа приходит, например, скажем, сосны и осины. Как определить, что это за дерево? На ЛПК, а это стоимости разные. Поэтому на рентген-аппарате, оказывается, рентген кусочков древесины вы видите совершенно разный у древесины. Вот. Но это серьезное оборудование. Также мы дополнительное исследование провели, и вы видите, что рентгенограмма спилов березы в районе ЛПК, загрязненный район, она отличается, там кристаллизация выше, чем, например, в поселке Максаковка в чистом районе. Значит, можно уже и с экологической точки зрения, значит, определять, где, так сказать, дерево заражено и так далее. Вот очень замечательная работа, тоже с поддержкой лаборатории университета, эмиссионный спектральный анализ, где мы вот в этих веществах, которые вы видите на фотографии, мы ну, как бы с помощью спектрального анализа расшифровали химический состав этих веществ и даже обнаружили в пластилине, в детском пластилине вещество, которое, ну, в общем-то, вредное совершенно для ребенка. И даже написали письмо на изготовителю, что, значит, обратите внимание, да? Работа признана на российском уровне, вошла там в число лучших работ, значит, в сборник.
Вот. Вот. Основная часть, как бы вы тоже понимаете, она составляется, значит, ну, из теории там, и так далее, то есть тут надо и характеристику и методов дать и так далее. Практическая часть, тут и сам эксперимент, ну и опять же с помощью методов. Значит, могут быть работы на стыке других наук. Это и химия, например, вот электролиз, например, на стыке информатики и физики, да, то есть, пожалуйста. Вот, например, одна из работа ученика 11 класса Никиты Разайбедина. Мы собрали собственный пирометр. Вот. А где пирометром измерить, то есть это высокие температуры. Договорились, у Акулина Владимира Борисовича в городе есть муфельная печь и гончарный круг. Значит, и вот сейчас вы видите, что мы пытаемся измерить температуру с помощью нашего пирометра. Вот. Но затем через окошечко, соответственно, настроили этот прибор, вот, и как бы провели исследование, значит, создали сам прибор с исчезающей нитью. Вот уже называли исследование зависимости подъемной силы крыла самолета от угла атаки. Вот вы видите, наш ученик Николов Семен продувает крыло самолета и смотрит, как от разных углов зависит подъемная сила. Строим графики, учим строить графики. Иногда оригинальный собственный метод, значит, рождается. Вот, например, родился экспериментальный метод определения удельной теплоемкости жидкости с помощью блендера. Вот. И такого метода, метод нигде не был описан в литературе. И, значит, также мы учим, смотрите, на графике показываем, каждая точка это погрешность, сколько процентов и так далее, значит, да? То есть вот так. Ну вот тут результаты эксперимента. Вот выращенные кристаллы алюминокалиевых квасцов, о чем я говорил, и определяли их микротвердость в филиале Академии наук. Ну и, конечно, ввиду того, что я с детства занимаюсь радиотехникой, конечно, я своих учеников учу паять, учу собирать различную электронику. Ну вот, например, здесь сейчас перед вами шумомер, то есть вот с такой индикацией, значит, да. Вот. Эта работа была собрана девочкой, то есть девочки меня очень любят паять, кстати, даже больше, чем мальчики, вот, собирать различные, значит, устройства, да. Вот работа тоже удостоенная первого места на конференции интеграции в Ухте, это измеритель индуктивности, вот. Тоже работа собрана самостоятельно, значит, да, там можно посмотреть внутри, как это все сделано. Значит, приставка для компьютерного осциллографа. А? Нет. Это, так сказать, Рязанцев Тихон, это, да. Рязанцев Тихон, это, да. Вот. Делаем передатчики, радиопередатчики, значит, так. Вот, например, перед вами сделанный радиопередатчик. Значит, даже была такая работа, когда сделали усилитель низкой частоты. Схема, вы видите, грандиозная. Вот она в таком ящике находится. Вот. Ну, а мальчик, который ее сделал, возили на международная эта конференция, на самом деле, была, и он получил президентский грант, 30 тысяч рублей и медаль как за самую лучшую работу. Значит, да, значит, вот, ну, это снятые характеристики. Последняя работа, это Пунигова Юлия работа, которая, ну, в период пандемии ее нельзя было как бы вот, ну, очно, да, поэтому мы ее заочно отправляли, она заняла 2-е место на интеграции. Значит, ну, собрали электронные часы. Вот. Ну, правда, из китайского всего за 360 рублей купили китайский набор радиодеталек и собрали китайские часы. Но это было бы тогда не исследование, это просто сборка была бы, да. Поэтому мы из этих часов вытащили термодатчик, и этот термодатчик, его расширили, его показания для измерения температуры. То есть получился настоящий прибор, измеряет и время, и температуру. Понимаете, да, то есть вот как бы это уже исследование, понимаете, потому что было расширение, да, расширение работы, да, вот. Заключение работы, ну, как вы понимаете, не должны повторять дословно, кстати, выводы по практической части. Мы все-таки отделяем в работах вот выводы, а вот заключение, да, то есть общие выводы. Потому что учим правилам оформления списка литературы, как вы видите, это все здесь останется. Ну и адрес моего персонального сайта можете записать verbin.uki.me, где вы можете найти вкладочку «Электив»,
и найти там, можно скачать работы, о которых я рассказывал, о которых не рассказывал, значит, да, вот. Ну и масса там чего еще интересного вы узнаете про наш лицей, значит, и про мою работу. Спасибо. Вот, пожалуйста. Дальше у нас осталось 3 человека. Можно узнать? А как же? Вот они же тут все. Вот они все. Вот, пожалуйста, в одной папочке, да. Флешки нет с собой. Ну как-то перебросить. Ну, выведите ко мне потом на сайт или на почту, там есть там почта на сайте, я напишите. Или меня найдите ВКонтакте, Александра Вербер. Я поняла. Людмила Сергеевна, все сделаем, выйдите на меня сделаем. Пожалуйста, кто? Светлана Александровна, бегом. Я уже постараюсь. У нас мы завершим работу. Время есть, Светлана Михайловна Гончарова, преподаватель. Добрый день, коллеги. Я преподаю историю и обществознание в лицее и занимаюсь вот тоже деятельностью, готовлю школьников, учу школьников писать работы. Здесь уже вам рассказали подробно, что, как, почему. Давайте я немножечко вам расскажу, как состоит моя программа, потому что ребята, которые избирают историю как по интересу, да, они должны, по моему мнению, как можно больше узнать, каким образом пишется именно историческая работа, в чем ее специфика. Вот Александр Эрнстович рассказывал вам о приборах, да, о каких-то вот проектах таких. А у нас получается, что изучение идет несколько по-другому, по другому графику, по другому плану. И вот я попробую вам сейчас рассказать, что же у нас, как у меня осуществляется вот эта самая работа. Ну, Александра Васильевна говорила, что у нас все начинается в 8 классе. То есть мы в 8 классе ребят знакомим с тем, чем они будут заниматься. Естественно, что каждый преподаватель, он пытается рассказать как можно больше интересного о том, чем мы можем заниматься, чем ребята могут заниматься. И поэтому, и в то же время мы не можем их сразу нагружать какой-то там научный. Давайте вот это сделаем или это сделаем. Мы им рассказываем, показываем. Они делают небольшие работки в это время тоже, да, то есть чтобы они немножечко попробовали, как это исследовать чего-нибудь, да. Поэтому в 8 классе у меня я рассказываю о том, какие науки помогают историку узнать больше о том периоде, в котором они пишут. То есть вот у меня есть такой учебник «Вспомогательные исторические дисциплины», и на протяжении 9 занятий, а у нас каждую четверть у нас разные ребята приходят на один и тот же курс, я рассказываю о нумизматике, об археологии, о топонимике, и других там, да, этнография здесь немножко не идет, этнология, да. То есть я рассказываю, вот какие дисциплины помогают больше узнать историку о том или ином периоде. Вот, о хронологии, да, какие у нас есть хронологии, о том, какие у нас есть палеонтология и тому подобное. Вот они знакомятся и уже думают, идти на историю или не идти. Некоторым это очень интересно, они сразу говорят, что нам интересно. Некоторым говорят, нам это не интересно, и тогда понятно, что они пойдут куда-то в другую какую-то специализацию. 9 класс, это уже ребята приходят осознанно ко мне, они записались, и поэтому мы сразу начинаем с ними заниматься уже серьезными делами. И в 9 классе у меня задача показать, что такое источник. То есть, да, конечно, на уроках истории они знакомятся, потому что вы знаете, что, например, вот, Таркуновская, вот это вот с 6 по 11 класс учебники, там после каждого параграфа есть небольшие документы, с которыми нужно поработать ребятам. Я не знаю, как вы, но я как историк обязательно эти документы использую. Там есть точки зрения различные на одно и то же событие. И я ребят заставляю продумать, я говорю, выбираем свою точку зрения и доказываем, почему вас эта точка зрения больше интересует. Поэтому мы этим занимаемся, поэтому в 9 классе мы уже конкретно узнаем, какие бывают источники.
Вот. Что такое источник, как им можно пользоваться. И вот когда мы заканчиваем вот этот блок источников, они берут, я им даю источники разных периодов, там некоторые источники, там, предположим, 18 века, раньше там не нужно, потому что там своя специфика этих источников, 18 века, 20 века, и они делают разбор этих источников. То есть они пишут работу, которую я оцениваю, и как бы вот у нас промежуточная такая оценка, научились они работать с источниками или нет. Но это обычно проходит очень интересно. Иногда, если у нас несколько человек, то мы разбираем сначала вместе, да, то есть каждый пытается что-то рассказать такое, что другой не рассказал. И это такая интересная получается, не то что полемика, а перекрестное рассуждение об одном и том же источнике, и получается более глубокий такой анализ вот этого текста. Дальше, следующее, что мы в 9 классе делаем, это мы знакомимся, что такое библиография. Ну, вот у нас пандемия, она, конечно, подкосила абсолютно все, и наш еще университет полностью перестраивается, что мне очень не нравится, потому что у нас исчезла библиотека. Вот тот самый объем библиотеки, который раньше был на историческом факультете, библиотеки теперь уже совсем нету. Вот. Раньше я водила ребят знакомиться с каталогом библиотеки, как искать литературу самостоятельно. Потому что вы понимаете, что интернет-источники, да, это хорошо, есть оцифровка, но оцифровка идет современная литература, а иногда требуются какие-то более старые книжки. А где их найти? Только в каталоге библиотеки, правда же? Вот. И мы ходим в библиотеку национальную, там нам проводят экскурсию, показывают, как учить, как работать самостоятельно с этим каталогом. Мы проходим в краеведческий отдел, я говорю, это ваш отдел. Вот здесь вы должны все хорошо знать, уметь, спрашивать. И там сами коллеги, в общем-то, работники, они очень хорошо помогают по подбору литературы. Так что мы учимся еще и собирать литературу по своей, ну вот, знакомимся, как искать литературу, как, вот, в общем-то, по каталогу и по интернету. Дальше. Значит, в это же время в 9 классе мы начинаем думать, какую мы тему. Вот Александр сказал, что выбор темы – это самое проблемное. Мы не выбираем темы там, по древней Греции или там по средневековой Европе, потому что смысла нет. Я говорю, ребята, вы поймите, что исследовательская работа – это ваши источники, и ваша интерпретация – это ваша вот картинка. Поэтому что вы можете написать про Древнюю Грецию? Ну только то, что в книжках написано. А где же ваше свое исследование? Поэтому мы берем только краеведческие работы, делаем, то есть, да, то есть краеведческий материал. История Коми, она до такой степени еще не разработана, что здесь можно кучу тем найти для того, чтобы что-то написать. Маленькое исследование. Вот. Поэтому вот. И я хочу сказать, что ребята в течение 9 класса думают, о чем они хотят писать. Вот они начинают говорить, я хочу про это. Я говорю, хорошо, мы ищем материал потихонечку, подбираем про эту тему. А к концу 9 класса говорят, мы эту тему не хотим, мы хотим другую. Вот у меня вот, я вот понял, что, я говорю, все хорошо, значит, всю работу 9 класса мы перечеркиваем, и в 10 классе активно уже ищем по новой теме. Бывает такое. Вот. Кроме всего, вот, и в 9 классе мы пытаемся уже как-то в конце 9 класса что сделать? Подвести итоги, к чему мы пришли, что мы, чему мы научились, о чем нам нужно подумать в 10 классе, потому что 10 класс это ударный класс. Вот. В 9 классе мы еще, вот республиканская библиотека ленинская наша, да, куда мы ходили, архив. Раньше нас пускали в архив с экскурсии, показывали, как расположены, ну это раньше так было, сейчас в архив нас не пускают вообще. Раньше разрешалось мне, как преподавателю, прийти с ребятами и позаниматься с архивными документами. Вы представляете, какое это счастье? Вот они сидят, читают документы. Это, в общем-то, представляете, вот были у нас документы, мы писали по нашей гимназии женской, и мы читали документы вот этого 19 века, начала 20 века. Представляете, что это такое у ребят было, когда они эти документы? Мы там такие вещи узнали. Вот я могу вам рассказать такое, что была оценка 2 и 1/2 за экзамен. Что такое 2,5?
И мы не знаем, мы до сих пор не знаем, что это за оценка и что она означает. 3,1/4. Такая оценка была. Что такое 3,1/4? Вот мы там, понимаете, мы много чего нашли. Мы узнали вообще такую уникальность, что в нашу, в 19 веке в нашу библиотеку вот эту вот гимназии, в нашей вот женской гимназии присылали такой объем книг, который сегодня не присылают в нашу национальную библиотеку. То есть у нашей библиотеки были все книги, которые выпускались в тот период. Это были, в общем-то, все наши классики. Там был и Некрасов, там, в общем-то, была куча всего. Все, я закончила. Прошу прощения. 10 класс. Ну, 10 класс – это самый сложный класс, потому что мы в 10 классе рассматриваем историографию. Я же вам говорю, что у нас уже это исторический такой момент, то есть какие школы были, ученые которых описывали историю России. Ну вот посмотрите, я очень коротко говорю, что была летописная школа, мы ее рассматриваем, дворянская, государственная, евразийская, марксистская и школа модернизации. То есть мы эти школы с самыми известными историками изучаем, это тоже, ну это уже, как видите, так глубокая специфика идет. И я рассказываю им вот о самых ярких представителях, ну вот Татищев, Карамзин, Чичерин, Данилевский, Гумилев, то есть про всех мы немножко говорим, то есть это уже такое глубокое изучение. И параллельно мы готовимся, мы уже пишем работу, потому что в 10 классе, вот уже правильно было сказано, мы защищаем теоретическую часть, то есть вот они делают анализ той литературы, которую они прочитали по своей теме. Тема уже выбрана, они прочитали, они делают анализ. Они могут делать анализ по любой схеме вот из этих школ, то есть разрешается. Чаще всего это будет школа модернизации, потому что марксистская школа, она немножко себя, ну если повернуть, то будет тоже неплохо. Вот. Евразийскую тоже. Там много есть хорошего осталось. Евразийскую школу очень часто берут, то есть когда наша страна это не только Европа, но и Азия, ну в общем-то не буду здесь, да. И в 11 классе мы защищаем работу. То есть в 11 классе мы пишем 2 главу на основании источников, вот, которые ребята проработали. И вот пишется такая, получается, цельная. Первая – это та литература, которая уже прописана по этой теме. И 2 глава – это то, что мы нашли по этой теме. И получается исследовательская работа, которая, в общем-то, вполне серьезная. Причем мы не только пишем работу, мы учим ребят оформлять ссылки. У нас есть методичка, как правильно оформлять ссылки, как правильно оформлять список литературы, как правильно оформлять приложения. У меня здесь есть 2 работы, которые у меня наиболее такие удачные. Я просто из последних работ. Я могу вам их просто показать по рядам пущу, вы просто посмотрите. Не сколько само оформление, сколько конец. Вот как оформлять список литературы, приложения. О чем мы пишем? Последний штрих такой, о чем я хочу сказать. Вот у нас ребята пишут, такие темы они затрагивают. Конечно, историю своей семьи. У нас же очень много здесь семей, которые были ссыльными, да, раскулаченные, немцы и тому подобное. Пишется по истории своей семьи. Я считаю, это очень хороший такой момент, потому что даже если работа никуда не пройдет, это остается в своей семье. Вот у меня 2 сыновей писали, один писал про бабушка, вот там, значит, дети в годы войны, в деревне, как раз в деревне, потому что у меня мама была в деревне, в Палевицах она жила, и на основании ее воспоминаний других бабушек, которых мы нашли на тот период, была написана очень хорошая работа, очень серьезная, обобщающая. А 2 работу писал мой 2 сын, опять на основании бабушки и других бабушек, которые были, это Сыктывкар, 50-е годы. И мы столько узнали про Сыктывкар, 50-е годы, тоже получилась интересная работа. Вот, да. Я еще хотела бы добавить, когда я училась в университете, мне тоже дали задание, я же из Зимстана, а это поселок спецпереселенцев. Я ходила, собирала по сериям вот эту информацию, и эта информация вошла в этот альманах, или как он называется, такие большие, это несколько томов. Понятно, Мартюрова, да, понятно. Это Очень который интересно. Рогачев, да? Да, я... Угу.
Вот. И вот у меня одна работа есть, очень хорошая работа. Это вот девочка писала про свою семью раскулаченную. Она тут нашла кучу документов, вот видите, у нее ксерокопии тут этих документов, да, это вот как раз что выписка, что они реабилитированы и тому подобное. В общем-то, получились работы. Другой мальчик писал работу о своем городе, вот Усинске, он в этом году защитился, Женя Маловичка. Он из Усинска сам прибыл к нам в 10 класс, и вот стал писать работу. И он, так как Усинск город у нас, вы знаете, что это моногород, и вот он написал проблему моногородов Республики Коми. Тоже очень интересная работа. У нас много работ на стыке. География и история, экономика и история, литература и история. То есть у нас очень много таких, как сказать их лучше, гибридных работ. Да, межпредметных, да, работ. Так что вот все, что я хотела вам рассказать. Если у вас есть вопросы, то пожалуйста. Наталья Так Львовна, вопрос может быть есть? Я могу вам, давайте я покажу, вы можете посмотреть, Олечка, да. Наталья Львовна пока готовится. Наталья Львовна, еще один у нас предмет биология, экология. Это один, так сказать, больше всего, наверное, входит туда у нас детей на биологию, экологию. Сейчас все медицины. Записывается, да? У вас есть вот у нас еще один человек? я знаю. Все. Хорошо, сейчас я эту программу покажу. Так. Буквально. Так, вот. Так, мне, кстати, вот, пока тут она открывается, долго открывается, как раз скажу догонку Светлане Михайловне, что вот в этом году я съездила в Усть-Бынь, первый раз там была, мама моя оттуда родом, и узнала, как звали моих прапрабабушек по линии дедушки и бабушки моей. Так что такое открытие мое краеведческое, я решила этим заняться вплотную. Биологию бросаю? Работу писать. Да. Так, вот смотрите, сейчас я вот тут немножко сверну пока и открою другую, которая, а где другая? Вот, сейчас, вот. Итак, у нас элективный курс по биологии. Так, а что такое? Не открывается. Окей, надо нажать? Да. Потому что поддает. Да. В общем-то, эта презентация делалась у меня как раз к юбилею лицея. Вот там было собрано все понемножечку. Ну, цель программы, задачи, я думаю, что все уже сегодня слышали. Как раз обучаем азам работы исследовательской. Но поскольку я биолог, то как раз все это идет на примерах работ по биологии и экологии. Вот. Ну, началось это все с первых работ по речке Дырнас, 98 год. Мы как раз работали вместе с Малой академией Института биологии, и вот до сих пор это все продолжается. Тоже это мне все интересно, сама не пошла в науку, вот через науку я как раз вот таким образом изучаю. Много очень узнаю, кстати, сама по каким-то там тонким областям, например, там по водорослям, там что-нибудь по лишайникам и так далее, потому что эти вещи, конечно, уже узкоспециализированы. Вот. Но со мной вместе работала Людмила Александровна Макарова несколько лет. Вот очень много учеников у нас уже выпущено. Это данные на вот тот год, какой это год был? 21, да, ну то есть сейчас уже гораздо больше. Вот, ну вот секундочку, я тут сверну эту штуку и покажу вам более конкретные вещи, именно где программа, куда она улетела. Вот. Ага, да. Вот, смотрите, получается, что сегодня уже мои коллеги говорили о всяких там этапах работы, это все, если повторять не буду, разумеется. Вот, я просто тут как раз что-то есть на рабочем столе, я специально, вот, когда мы ездили за Ленец весной, то как раз вот эти программы были востребованы. Там еще есть не только программы, которые мои, вот, а там еще есть очень другая папка. Там много очень пособий, как раз по работе экологической, которые, в общем-то, у меня собраны. И вот тут, если я знаю биологи, экологи, географы, это как раз, вот, я думаю, ими будет интересно. Вот, ну, тут я пропускаю записку пояснительную и всякие остальные вещи. Вот такие программы пишутся, утверждаются? Да, просто я показываю именно как программа, да, вот, ну, целиком от и до. Вот видите, вводное занятие 1 час, этапы научного исследования 6 часов, потом введение специальности, просто вот у нас экскурсионная работа и зачет. 9 часов всего. Как уже говорила Светлана Михайловна и другие коллеги, что это именно идет 1/4. Какая-то группа ходит, там другая, меняется группа. Вот. И в 9 классе, как раз идет уже 1 час, и кто приходит по выбору, в этом году у меня было 6 человек, и они как раз занимались общей работой. То есть тут как раз есть, видите, полевой практикум, пока еще сентябрь-октябрь, можно сделать какие-то сборы полевые. Это может быть какие-то собрать коллекции, сделать какие-то замеры,
вот, вода еще доступна, какие-то водоемы и прочее. Вот, затем они выбирают не каждую тему свою, а общую тему. То есть 9 класс у нас общая тема, такой общий проект. То есть они вместе какую-то берут тему, в этом году был аквариум. То есть у нас аквариум стоит не зря, иногда говорят такие вещи, да. Он работает активно на уроках и вот как раз проектная деятельность. В частности, они искали, мы делали маленькие группы вместе с учителем химии, они изучали кислород в аквариуме, химию учили, так скажем, углекислый газ, там тоже всякие приборы и прочее. Затем они изучали состав животных, это не только рыбы, это и микромир, потому что это мы брали микроскоп и смотрели, там масса была простейшая, которые живут на растениях, на стенах, которые зарастают, этот коричневый налет, это как раз красиво очень диатомовые водоросли. Это тоже было целое интересное у нас исследование. Нашли литературу по этой теме и так далее, делали фотографии, микроснимки. Затем была у нас работа отдельная по микробиологии. То есть мы брали пробу воды на анализ микробов. Это тоже была работа, конечно, сделана в лаборатории микробиологии, но тоже это был основа аквариума. Поэтому у нас в конце года мы сделали небольшой сайт, как раз там есть все эти маленькие главы, а там еще животные растения, да, тоже девочка одна занималась этим. То есть там была литература, они искали по этой теме, они делали небольшое вот такое исследование, кто там живет по этой теме, и получился общий сайт, наш такой продукт 9 класса. Вот, и как раз на будущий год некоторые из этих детей могут, если войдут в биологию, тоже будет как раз профиль 10 класс, 42-я группа, то я уже даже подумала, что взять, допустим, тему микробиологический анализ воды, вот, это уже будет целая тема исследования. Она уже у меня как бы в голове есть. Тем более мы договорились с Ниной Николаевной, которая говорит, что мы, конечно, поможем это все сделать и так далее. Вот. Также такие то есть, темы уже можно придумать вот на основе такого работы 9 класса. Ну, там как содержание, это все такое, вот это вот понятно. Я просто показываю, что как любая программа. Вот да. интересно, можно просто Да. Вот, темпланирование, видите, как раз и так далее. Вот. Как раз видите, работа номер 1, работа с научной литературой по теме. Вот, то есть мы берем какую-то тему, любую абсолютно, я даже покажу пример, и делаем как раз по ней работу практическую, и заодно изучаем по этой теме литературу. Вот сейчас я вам даже покажу, как это делается. Это сверну, вот, забрала с собой эту презентацию, вот, смотрите, тут где делается большая, F5, да? Так, F5, вот, это 8 класс, которые к нам пришли, допустим. Мы берем как раз разные уровни организации жизни. Это тема по всем биологии идет, то есть молекулярный уровень, клеточный уровень тканей, органы, потом организм, потом популяция, потом экосистема, ну и, естественно, биосфера. Вот. И как раз мы берем уровень на одном из уроков, вот микро, то есть это и микроскоп, это препараты готовые, и они сами делают, которые, и это все какая-то методика осваивается, и заодно по этой теме, вот конкретная тема, мы берем литературу, то есть ищем про простейших что-нибудь, вот элементарно, да? Вот, как раз коловратки. В нашем аквариуме, кстати говоря, жили, вот, коловратки такие интересные ребята, вот, нашли по ним литературу, то есть они сразу занимаются литературой, причем взяли энциклопедию, взяли какой-то, может быть, там словарь, нашли, например, работу по коловраткам в Киберленинге, это как раз хороший сайт, где как раз печатаются современные научные статьи, там уже именно такая серьезная работа по коловраткам, которая делается научными сотрудниками. То есть они посмотрели, что эта тема, и популярно можно посмотреть ее, увидеть глазами вот, под микроскопом в нашем аквариуме. И есть такие работы научные, серьезных ученых мужей, как говорится. То есть эта тема, она везде можно ее посмотреть, на разных уровнях. Вот, как раз взяли мы потом ЛАД, тоже она в аквариуме нашем растет, микроскопировали это все, тоже посмотрели и микромир, и поискали по ЛАД литературу. Ну, то есть вот так вот, как бы, не просто литературу как-то искать абстрактно, а именно тема конкретная, и по ней вот мы это видим, мы по ней ищем, что это такое, почему называется, например, канадская чума. Вот такой вопрос. Почему называют ЛАД канадская чума? Вопрос к вам. Это исследование на уроке даже. А почему это называется? Потому что эта ЛАД, она жила всегда в Канаде, в реках Канады. Это пресноводное растение. Ее завезли, какой-то там рыбка красивой, в Европу. Кто-то там вылил куда-то там ее в канализацию лишнюю, она очень сильно разрастается. Река Рейн была страшно ей загрязнена. Я прям убираю лопатой. Нева тоже сейчас на вся ЛАД, Нева. Там прям будет даже плыть невозможно.
И вот как раз называется канадская чума ЛД. Тоже какой-то пример такого маленького исследования. Вот. Ну и потом тут как раз смотрели мы на уровне молекулярном, тоже с ними. Это вот как молекулы крахмал, допустим, вот белок, гемоглобин. Мы, конечно, его не смотрели, но мы смотрели клетки крови, готовый препарат, да? И говорили про это, говорили про гемоглобин. То есть это как раз уровень молекулярный перекликается с уровнем клеточным. Вот, ну, например, альбумин, белок молока и так далее. Вот, или, например, меланин. Это наши пигменты, наши карие глаза, наша кожа и так далее. Я, хорошо, заканчиваю. Вот. Ну и тут мы тоже делали небольшой опыт по денатурации белка. То есть это тоже все как бы молекулярный уровень, в то же время это интерес к предмету, это интерес и поиск литературы. Вот. И я вот как раз хочу, не буду все остальное показывать, там много чего есть вот просто. А вот именно, это не мое, вот, я как раз скажу, как можно искать темы. То есть темы по биологии, в частности, они просто вот витают в воздухе. Вот. И, например, мы делали такой проект, он был проектный проект по клубу экологическому. Допустим, у нас был проект «Красная книга Коми Республики». Вот мы по нему сделали спектакль. Вот как раз в этом году будем его восстанавливать снова. Вот придумали сценарий, это были вчерашние выпускники, которые сейчас во втором курсе уже. Они это все придумали, мне играли первые роли. И вот год назад мы сделали такую работу, вот, сделали исследовательскую. Вот как раз эта работа, видите, получается, да? Вот. Она как раз, работа Илона Гросс делала, и делали исследования, искали литературу, что такое красная книга, история появления. Это кадр презентации, который ребенок делает к защите. Да, кстати, там много у меня, кстати, да. Вот. Получается, вот разные красные книги, которые у нас сейчас есть, выпускался раз в 10 лет. Потом материал, методика, естественно, что мы делали, опрос, было анкетирование в Google форме, и делали именно анализ красных, мы считали количество видов, которые были, которые стали, которые исчезли. Вот это всякие графики пошли, информация, вот другие графики, соотношения в разных выпусках, там, первом, втором и третьем, стало больше, например, лишайников, меньше того-то, да, и так далее. Это была работа исследовательская, это анкетирование у нее, тоже данные цифровые, конкретные, и выводы, да, то есть выводы согласно целям работы. Вот, то есть получается из проекта такого спектакля, да, получилась работа исследовательская, как бы можно брать тему и с разных сторон ее рассматривать, и популярно, и научно. Все. Да. А дети пишут и сказки у нее, и сборники эти изданы у нас в типографиях, и у нее есть очень интересная работа, которая издается как раз по воспитанию экологическому, по исследовательской работе. Очень много проектов пишут, и самое большое количество у нас победителей всяческих конференций именно по биологии и экологии. Вот такая система работы у нас в лицее по исследовательской деятельности учащихся. И я, завершая работу нашей секции, я что-то думала, вы выносили, я думала, вы вместе как помощник. И я вас не объявила, пожалуйста, давайте, Светлана Ивановна Напалкова. Что-то еще больше, они прямо ударные силы, 3 богатыря. Пожалуйста, вам слово. Начните, Немного я выступление сделаю, потому что я начинала свою работу. Нет, я просто хочу это Они будут смотреть, нас просят там сделать. Пожалуйста. Я начинала спецпрактику, боевое крещение, крещение я получила именно в Часовской школе. Вот ровно 40 лет назад у меня сохранилась даже старая фотография. 82-83 год. Ровно 40 лет назад. Ровно 40 лет назад. Поэтому 30 человек, не знаю, как в этих классах сейчас. Ну, в отличие от коллег, у меня, можно сказать, такая детская работа, потому что я работаю учителем начальных классов. У вас у всех серьезно, что-то мне расхотелось уже выступать, потому что как это воспримется, но я очень быстро, потому что наша коллега уже, можно сказать, она сказала уже про летбук, про все. И... Ой. Не открывается. Слайд, да? Слайд? F5. Вы знаете, все знаем, а когда Володька здесь, ну как не Нет, у меня другой приглашен. Все. И начнем, да? Ага. Ну, у меня летбук, потому что, ну, остановилась на этом, потому что как детей младших школьников прививать всю красоту, чтобы заодно не получали знания и видели эту всю красоту своими руками и так далее.
потому что важным аспектом современного образования является научить учиться самому. Перед нами, особенно учителям начальных классов, стоит задача научить школьника ставить перед собой цели, задачи, находить способы их решения, а главное находить нужную информацию для решения поставленного вопроса среди огромного множества источников информации. Как сделать человека успешным, каждого ребенка успешным, потому что я работаю в сельской школе, в классах сейчас очень мало детей, 5 человек у меня, вот 4 класс, у меня выпускной класс в этом году. Как же сделать так, чтобы изученный материал остался в памяти ученика, чтобы он мог научиться пользоваться знаниями, которые получил на уроках, чтобы он захотел самостоятельно расширить горизонты знаний по изученной теме. И что такое лепбук, я же не буду уже говорить, это одноколенная книга в переводе с английского с подвижными деталями, потому что я сама тоже очень люблю декоративно-прикладное творчество, и это мне кажется, это мое. В зависимости от назначения они бывают учебные, игровые, поздравительные, праздничные, это на что гораздо учитель. В зависимости от формы тоже самые разные они бывают, вот сколько всего. Ну, материал тоже, кармашки, конверты, кармашки-гармошки, кармашки-книжки. Вот у меня все представлено, можете потом посмотреть. Кошки, дверца, карточки, вращающиеся детали, пазлы, чистые листы для заметок и так далее. Ну, тут у нас идет совместная работа педагог-ученик, ученик-родитель, педагог-родитель. То есть без родителей, без старших классов, которых я уже выпускала, вот, без них, без их помощи не получишь вот такую огромную, можно сказать, богатство, вот такое богатство. Детям это очень нравится. В результате у детей развиваются универсальные умения, такие как умение планировать, договариваться, распределять обязанности, искать нужную информацию и принимать собственные решения. Это у меня уже свой класс, вот они, вот этот, эти лепбук, которые «Знай и люби свою родную землю». Эти 2 лепбука и музей родного края изготовлены родителями, учащимися старших классов, благодаря которым я прививаю любовь к родному своему краю, родному языку. А вот безопасность сети интернет, это уже дети, устное народное творчество, это уже, можно сказать, сделано уже своими детьми уже. Но создание лепбука тоже, как и ваши серьезные проекты, содержит все этапы тоже этого проекта: выбор темы, разработка лепбука, составление плана, выполнение и продукт красочного проекта. Но плюсами является это использование разных форм, ручная работа, потому что ручной труд, вы знаете, ценится. Они очень не любят, когда вот они своими руками делали, чтобы это не выбрасывали, чтобы это все складывалось у нас. Развивающие задания. Ну и небольшие недостатки – это сложность подценивания. То есть на это самое изготовление лепбука, на оформление лепбука уходит очень много времени. И сложность, не знаешь, как оценить. Придется ставить всем 5 разами. Но благодаря вот этому ручному труду я развиваю его творчество детей. И очень много у меня всегда бывает дети, которые начинают участвовать в дистанционных конкурсах, ну, становясь старше, конечно, в олимпиадах, даже занимая призовые места. Но они подтверждаются благодарностями, грамотами. Ну, это часть грамот только за последние годы, я последний год наметила. И я завершу, можете потом посмотреть, я завершу синквеном. Что это значит, это лепбук, что делает лепбук, ну, для себя можете знакомит, учит, развивает, открывает, обогащает, увлекает, развлекает. Какой лепбук? Интересный, занимательный. И предложение. Лепбук – это новая игровая технология в обучении. И синоним – это папка, помощник, знание, книга. И слоган вот такие: всем, кто занимается саморазвитием, всем, кто хочет повысить эффективность своих уроков, всем, кто хочет показать детям, что учиться это весело, и всем, кто любит конструировать информацию, чтобы лучше ее запомнить, всем, кто любит творчество, любит создавать красоту. И что я хочу еще дополнить, чуть-чуть хотела. Ой, не буду что дополнять. Не буду. Спросите сами что-то. Спасибо за вопрос. Ну, если нет, спасибо тогда. Да. Уважаемые, опять мне сюда сесть, что-то неудобно, вроде надо завершать и стоя, но тем не менее. Уважаемые коллеги, мы завершаем работу нашей секции. Вот как-то, если я правильно понимаю, то все-таки особенности организации учебно-исследовательской проектной деятельности в
сельской, малокомплектной, в данном случае, что есть большие школы, да, там по-другому ситуация другая, является то, что энтузиасты, педагоги занимаются этим, в принципе, во внеурочное время, причем это не всегда оформляется как внеурочная деятельность, а за счет личного времени педагогов, энтузиастов, которые вот всеми путями организуют эту деятельность возможными средствами и за счет своего энтузиазма, да, любви к родному делу, они прививают через эти занятия любовь к родному краю прежде всего. Я думаю, что это самая главная, в принципе, задача, да, такая. Ну, вы видели, что в нашем учреждении мы тоже это все делаем, потому что биология, экология – это родной край, история – это родной край, экономика – это родной край, право – это, ну, мы все берем тоже оттуда, но может быть только физика – это как Физика это все вокруг. Все вокруг вот этого бы не было ничего и передачи, если бы не было физики. Да, вот. И я думаю, что, наверное, слушателей у нас не так много, но тем не менее я хотела бы попросить вас высказаться, чтобы мы получили какую-то обратную связь все те, кто выступал. Галина Николаевна, наверное, вы первая скажете? Ну, пожалуйста. Поделитесь своими впечатлениями от работы нашей секции. Я растерялась, что сказать. Но вообще в целом это мероприятие, конечно, первый раз принимаю участие в этом мероприятии. День сельской школы, это во-первых. Во-вторых, я уже далеко отошла от рабочей своей деятельности, работая на общественных началах, поэтому для меня все интересно. Вот все буквально. Почему я выбрала вот именно вашу секцию, Александра Васильевна? Потому что, ну, вы, наверное, знаете, что есть школа в городе Луктыле, носит имя моего сына. И, значит, вот когда путем пробы ошибок, путем своих личных там, переживаний, впечатлений, я стала задавать себе вопрос, какая же разница между школой обычной без имени и какая разница школой, которая носит имя. В общем, предложила Министерство образования, мы создали ассоциацию новых школ, и у нас их сейчас в республике 38. Что мы еще обнаружили? Мы обнаружили то, что у нас где-то 8 образовательных организаций вообще потеряли имя из документов школы. Это имя Юрия Алексеевича Гагарина, Димитрова, ну, в общем, Димитрова, 16, Георгия. И я хочу перейти вот именно к исследовательской работе. Вот мы еще рассматривали вопрос об Усменке по городу Сыктывкара, нам бригада начальник управления образования общественного совета уделила очень много внимания. И вот в одночасье, вот в короткое время, я прошла вместе с Бригадой 10 школ города Сыктывкара. И, знаете, вот сразу понимаешь разницу, где, как относится вот к изучению своего края, в каком, как сказать, ну, состоянии находятся музеи, музейные комнаты. И, знаете, вот, когда сталкиваешься, у нас денег нет, у нас этого нет, у нас еще чего-то нет, а у нас все есть. Просто мы не умеем, вот что я еще обнаружила, что учителя много делают, но не умеют показать свою работу. И поэтому вот научная, исследовательская работа, конечно, в деятельности школ, я считаю, что это, ну, если ребенок сам прошел, вот, написал работу про этот сеть, он запомнил это все на всю жизнь, он представил, он вовлек, то есть что своими руками потрогаешь, что оно остается в голове, сколько тебе не рассказывали там, а кто слаще не становится. Поэтому я специально пришла вот на вашу секцию с тем, чтобы мы с Александром еще продолжим этот разговор на общественном совете, может быть, мы это обсудим, что надо больше настоятельнее и, может быть, более официально рекомендовать вот нашим школам, чтобы действительно исследовательская деятельность учащихся, развитие самоуправления учащихся в образовательных организациях, вот оно выходило у нас на первый план. И вот сегодня, когда я сюда пришла, вот окунулась в эту атмосферу, что у нас же ребенка воспитывают все, вот начиная с территории школы. Вот на что бы я хотела еще обратить внимание, может быть, за рамками нашей секции, ну, поскольку я работаю 10 лет, я проработала на профессиональном городском совете, в государственном совете. Вы понимаете, вот мы говорим, где школа, есть село. Да? Наверное, обратно надо повернуть, что есть село, есть школа, да? И что сегодня сообщество сельское, городское, оно должно все внимание уделять образовательному процессу и образовательным организациям. Вот это не
именно к школе. Вот я сегодня приехала, территория, благоупает, все, да, это все воспитывают. Но в 2 шагах от этой школы стоит Церковь, которую уже назвали церковь раз, а во-вторых, значит, там стоит такое типа, ну я не знаю, памятник, не памятник 2 героям гражданской войны, стоит обелиск, там тоже, значит, 41-45 год. И все это большевик рядом. Говорить упрек сегодня в школе, это неправильно. Я там еще с мужчинами сцепилась. Я говорю, что не можете траву скосить, вот как следует быть, у вас столько здесь хорошего. А мы возмущаемся, что нас в Эстонии снимают памятники, да, в Латвии снимают, а мы-то сами где? Мы-то сами. Вот не знаю, заканчивая свою мысль, Александра Васильевна, значит, получила сегодня буквально приглашение, что в октябре на уровне главы будет рассматриваться вопрос о патриотическом воспитании. Я об этом обязательно скажу, что если сегодня глава не поставит вот ребром вопрос, что ни одного обелиска у нас не должно быть не вычищено и не ухожено, это как следует быть, да? Вот, ну, наверное, не знаю, все. И, кстати, я хочу сказать, вот то же самое, вот школы, которые юные, как вы выразились, да, там же ведь огромное тоже поле для исследования. Вот такое. И что, я могу сказать,